С октября 1973 года в Инте функционирует станция переливания крови, которая входит в состав Коми-республиканского центра. В год учреждение заготавливает порядка 700 литров крови. Всем донорам положена компенсация на питание. С 1 января ее сумма увеличена. Интинцы, сдающие кровь и плазму, теперь получат 1106 рублей 85 копеек для восполнения сил и микроэлементов после донации. Интинская станция переливания крови подключена к единой базе данных по всей стране. Достаточно один раз дать кровь, и данные о доноре будут доступны во всех отделениях. Существуют разные виды донорства – цельной крови или ее компонентов плазмы. Все группы важны, все резус-факторы. Но есть, конечно, редкие группы. Это первое отрицательно, четвертое отрицательно. Но так-то, в общем, нам нужны все группы крови. Значит, для того, чтобы стать донором, особых проблем нет. Вот нужно, чтобы человеку исполнилось 18 лет, вот, чтобы кандидат в доноры по здоровью подходил, поэтому каждый кандидат в доноры нам предоставляет сначала медицинскую справочку из центральной городской больницы о том, что он здоров, что он годен, вот, и все. Накануне дня сдачи крови нужно придерживаться специальной диеты и воздержаться от пищи, которая может испортить показатели. С утра нужно легко позавтракать, а перед процедурой, например, выпить чай с печеньем. Самое главное для нас соблюдать диету донора, то есть за 3 дня мы даем такую справочку, что можно кушать, что нельзя накануне кушать, потому что для нас это важно. Нельзя молочные продукты, сало нельзя, бананы нельзя, молоко соответственно, потому что это и дает на плазму, она у нас получается хелиозная, то есть для нас она вообще не нужна, мы ее просто выливаем. А так как все это дорогостоящее, сам забор крови, мешки сами очень дорогостоящие, особенно мешки для забора крови методом плазмофереза. Это вообще дорогостоящий у нас компонент. Поэтому желательно мы всегда просим доноров накануне не кушать все подряд, так скажем. Светлана Землякова работает в Интинской станции переливания крови уже 30 лет. Здесь замечательный коллектив. Все 19 человек нашли себе дело по душе и всецело преданы выбранной профессии. Вначале я начала просто медицинской сестрой в экспедиции, то есть по выдаче крови и приеме из отделения заготовки крови. А затем с 2007 года я уже работаю старшей медсестрой. Пришла на станцию переливания, мне понравилась работа, понравился коллектив, и осталась, и работаю здесь. Количество крови в организме человека составляет 7% от массы тела. То есть для человека масса 70 кг, количество крови будет 4 литра 900 мл. Забор крови идет не более 12% от всего объема крови донора, то есть в данном случае не более 588 мл. Стандартный мешок рассчитан на 450, плюс около 20 мл возьмут на анализы. Вторник, среда, четверг. Забор крови производится с 8 до 10. Вот, за этот период, значит, люди, которые записаны на это время, к нам приходят. Вот, и, так сказать, у нас разработан специальный путь следования, значит, донора, который начинается в регистратуре, потом лаборатория, потом обследование у врача, значит, забор крови здесь, в операционном зале, вот, выдача справок. Значит, мы выдаем еще денежную компенсацию каждому донору по его желанию. А у нас много желающих, но, к сожалению, план нам не дает всех взять. У нас идет запись каждый месяц. Мы каждое 15 числа каждого месяца записываем на следующий месяц. И то есть идет распределение на полный месяц. То есть план у нас определенный, определенное количество 10-12 человек в день мы берем. 3 дня у нас приемных. Это вторник, среда и четверг. С 8 до 10 идет прием доноров. Дальше уже мы занимаемся своей работой, то есть переработкой консервированной крови, заготовкой R-массы, R-взвеси, плазмы.
Сейчас сумма компенсации составляет 1106 рублей 85 копеек. Служба крови напоминает, что данная сумма не является платой за кровь, а предназначена для питания вместо готовых продуктовых наборов, которые выдавались ранее. Донорам настоятельно рекомендуют не отказывать себе в плотном перекусе после сдачи крови или ее компонентов. В последние годы такой, можно сказать, ажиотаж, очень много желающих, поэтому даже не всех мы можем их желание удовлетворить, но мы стараемся. Люди-то приходят исполнить свой гражданский долг, да? Никто не принуждает, все приходят по собственному желанию. Но в конце концов у каждого есть определенная цель там, получить почетного донора. Чтобы получить почетного донора, нужно сдать или 40 раз кровь, или 60 раз плазму. Но это если человек регулярно нас посещает, а посещать нас можно каждые 2 месяца. Вот, правда, есть ограничения: женщины не более 4 раз в год, мужчины не более 5 раз в год. Ну, где-то лет за 7, если кровь и плазму чередовать, то получает почетного донора. Вот, мы оформляем, и значит, из Москвы приходит приказ, все документы, вот, награда для почетного донора, знак. Вот. Ну и в принципе, так сказать, потом человек становится на учет в отдел соцзащиты и пользуется теми льготами, которые предписаны законом для каждого почетного донора. Напомним, сдача крови помимо компенсации на питание предполагает выдачу справки о положенных 2 днях отдыха. Для почетных доноров КОМИ действует ряд льгот. Например, внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских организациях, первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок на санаторно-курортное лечение, предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для донора время года. Также есть ежегодная денежная выплата почетным донорам. С 2020 года она была проиндексирована и сейчас составляет 14 470 рублей. В месяц Интинскую станцию переливания крови посещает чуть более 100 человек. Учреждение работает по заявкам Центральной городской больницы, медицинских учреждений других городов. Основная часть потребляется здесь на месте. Вот, в Интинскую городскую центральную больницу. Ну и, так сказать, по необходимости, вот, если есть заявки, то мы отправляем в другие города Республики Коми: Воркута, Печора, Сыктывкар, Ухта. В хирургическом корпусе ЦГБ в прошлом году появился трансфузиологический кабинет. Его оснастили необходимым оборудованием, морозильными камерами и холодильниками, подключили к единой системе данных. Здесь хранится кровь и ее компоненты, которые в дальнейшем используются для медицинских операций и процедур. Кабинет трансфузиологии открылся в хирургическом корпусе на 3-м этаже 1 июня 2022 года. Основными функциями является организация трансфузионной помощи пациентам, находящимся в стационаре. Мы занимаемся транспортировкой со станции переливания крови компонентов крови, к которым относится свежезамороженная плазма и эритросодержащие среды. Это R-масса и эритроцитарная взвесь. Кровь транспортируется в специальных контейнерах с элементами в определенное время, как обычно с утра, и хранится здесь в холодильниках и в морозильниках согласно температуре. То есть эритромасса хранится +2, +6 холодильника, а свежезамороженная плазма хранится -24 и ниже. В кабинете всегда на экстренный случай хранится неприкосновенный запас по 500 мл каждой группы крови каждого резуса. Если вдруг этого не хватает, то сотрудники ЦГБ обращаются на станцию переливания крови. Облегчило работу отделения хирургии, отделения травматологии и отделения носовой реанимации и терапии в том плане, что раньше для доставки этих компонентов крови в экстренном порядке нужно было время, чтобы туда доехать, взять машину и все прочее. Это уходило не менее часа. А сейчас доступность этого кабинета, его приближенность именно к отделениям стационара, конечно, увеличила это практически до 5-10 минут. Красная кровь может храниться от 41 до 50 дней. Плазму же замораживают, и в таком виде она может использоваться в течение 3 лет. Быть регулярным донором полезно. Это действенная профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы. И кроме того, сдача крови способствует самообновлению всего организма.